Не снимаюсь в картинах, которые обязательно должны произвести фурор. Если я чувствую, что роль мне подходит, что я могу выразить себя через нее, я берусь за этот фильм. В сегодняшнем выпуске программы «Кинозвезда» мы расскажем о карьере актрисы, получившей «Оскар». Кейт Бланшетт. Я не играю в так называемых образовательных фильмах. Я думаю, кино должно быть в первую очередь развлекательным. Но если фильмы, в которых я играю, чему-то учат зрителей, это прекрасно. Кейт Бланшетт — разноплановая актриса. Эта милая блондинка заработала уважение коллег и зрителей, выбирая совершенно разные роли. Кинозвезда. Кейт Бланшетт. Она с легкостью справляется с любой работой. Она страшно талантливая, она напоминает мне хамелеона. Переключаясь с одного фильма на другой, она совершенно изменяет свой образ. Она может исполнить любую роль, она перевоплощается в своего персонажа. Бланшетт играет ирландскую журналистку в фильме Джерри Брукхаймера «Охота на Веронику». Киноисторик Пит Хаммонд говорит, что она умеет привлечь внимание к фильму. Кейт Бланшетт напоминает мне актрису 30-40-х годов. Она очень трудолюбивая и творческая личность. Она берет свою роль и растворяется в ней. Кейт — одна из тех актрис, ради которых люди идут смотреть кино. Любой фильм может обрести известность благодаря ее участию в нем. Она невероятно талантливая актриса. Она умеет перевоплощаться в своего персонажа просто фантастически. Кэтрин Элис Бланшетт родилась 14 мая 1969 года в Мельбурне, Австралия. У нее есть старший брат и младшая сестра. Она училась в Мельбурнском университете на факультете истории искусства. Но она ушла оттуда, поступив в Национальный институт драматических искусств в Сиднее. Я училась в театральном институте, я была просто влюблена в театральную драму. Чем больше я снимаюсь в кино, тем более образованно я становлюсь. Кейт получила свою первую серьезную роль в австралийском телесериале «Полицейский отряд спасения». Ее кинодебютом стал фильм «Дорога в рай», основанный на реальной истории про женщин, которых посадили в тюрьму японцы во время Второй мировой войны. Меня поразила стойкость этих, на первый взгляд, обычных женщин, которые проявляют невероятную силу и мужество, попав в такую нестандартную ситуацию. «Дорогу в рай» снимали в Австралии. Карьера Бланшетт пошла на взлет, и в личной жизни тоже произошли изменения. Она вышла замуж за сценариста Эндрю Аптона. Через 2 дня вышел фильм «Оскар и Люсинда», режиссером которого была Джиллиан Армстронг, а партнером по съемкам Ральф Файнс. Ральф играет английского священника, а Кейт — австралийскую богатую невесту. Уже в начале своей карьеры Бланшетт умела выбирать верные роли. Даже нарядившись в кринолин, Люсинда не похожа на остальных женщин, и это прекрасно. Она запойный игрок. Она встречает Оскара, этого бедного священника, который также является жертвой азарта. Так что она рискует своей репутацией, ведя такой распутный образ жизни. А он ставит под сомнение свою набожность. Фильм «Оскар и Люсинда» был номинирован на Оскар за лучшие костюмы. Кейт получила всеобщее признание за роль в этом фильме, но ее карьеру сильно подтолкнул следующий ее фильм «Елизавета». Это биографическая драма о ранних годах жизни королевы Англии Елизаветы I. Это была потрясающая роль. Фильм не был исторически точным, но Кейт настолько блестяще справилась со своей работой, что вы смотрите на экран и думаете: «Боже, сама Елизавета встала из могилы и играет в этом фильме». Потрясающе. Фильм «Елизавета» был номинирован на 6 премий «Оскар». Кейт была номинирована на награду за лучшую женскую роль. Она получила «Золотой глобус» за эту роль, а «Оскар» достался Гвинет Пэлтроу за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». Это очередная печальная история, когда все были уверены в том, что награду получит одна актриса, а вручили ее другой. Все считали, что Кейт заслуживает ее больше. Возможно, киноакадемия решила присудить награду за фильм «Влюбленный Шекспир», потому что он был более популярен, но я глубоко верю, что Кейт должна была получить «Оскар» за лучшую женскую роль. Это был один из тех редких случаев, когда актер и персонаж становятся единым целым. Во время пресс-конференции Гвинет говорила о том, как она восхищается работой Кейт. Она невероятно талантливая актриса. У нее потрясающая энергетика, и я очень уважаю ее. Она просто волшебная женщина. Бланшетт и Пэлтроу
Пелтроу начали сниматься в одном фильме. У Кейт не было времени переживать из-за Оскара. В 1999 году вышло 3 фильма с ее участием. В этот год ей исполнилось 30 лет. Фильм «Управляя полетами» рассказывает историю об управляющих воздушным движением Нью-Йорка и об их женах. Следующей картиной Кейт стал фильм «Идеальный муж», романтическая комедия Оскара Уайльда. Доброе утро, дорогой. Доброе утро, леди Чилтерн. Это история об идеальном муже, его жене Кейт Бланшетт, и о предприимчивой шантажистке Джулиане Мур. Кейт была в восторге от своей роли. Вот что она об этом рассказывает. Все в пьесе должны решать какие-то проблемы, а моя героиня просто тихо живет в своей башне из слоновой кости и смотрит на весь мир сверху вниз, не замечая переживаний других. Я думаю, что это очень интересная и необычная роль. Правда, мне так кажется. Фильм «Идеальный муж» снимался в Англии. Третьим фильмом 1999 года с участием Бланшетт стала картина «Талантливый мистер Рипли», которую снимали в Италии. Эта драма была номинирована на «Оскар». В ней снимались такие звезды кино, как Гвинет Пелтроу и Филип Сеймур Хоффман, который с удовольствием вспоминает время съемок. Там снимались Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет Пелтроу и Кейт Бланшетт. Мы отлично проводили время. И мы были в Италии. Фильм стал хитом. Следующей картиной Кейт стал фильм «Дар», мистический триллер, режиссером которого был Сэм Рэйми, а сценаристом Билли Боб Торнтон, в котором также снялись Хиллари Свонг и Джованни Рибизи. Бланшетт играет экстрасенса. Она готовилась к роли, разговаривая с предсказателями судьбы. Режиссер Рэйми был в восторге от Кейт. Я бы не смог взять на эту роль ни одну другую актрису. Любой, кто работал с Кейт, скажет вам то же самое. В 2001 году вышло 5 картин с ее участием, включая драму «Салли Поттер. Человек, который плакал», и романтическую комедию «Бандиты» с Брюсом Уиллисом и Билли Бобом Торнтоном. Режиссером был Барри Левинсон. Она страшно талантливая. Она напоминает мне хамелеона. Переключаясь с одного фильма на другой, она совершенно изменяет свой образ. Это были очень веселые съемки. Мы получали удовольствие от работы. В общем, мы пойдем. У нас много дел. Да, конечно. Да, у нас очень много дел. «Бандиты» стал третьим фильмом, в котором Бланшетт и Торнтон снимались вместе. В нем рассказывается история о 2 грабителях банков, которые влюбляются в женщину, которую затем похищают. Никто не ожидал от Кейт, что она согласится на съемки в таком кино. Раньше она снималась в совершенно других картинах. А в этой мы увидели ее комическую сторону. Ее героиня, которая не может решить, кого же выбрать, решает переспать с обоими парнями. Это забавная и грустная роль одновременно. Никто и представить себе не мог, что королева Елизавета может себя так вести. Настолько она перевоплотилась в свою героиню. После «Бандитов» Кейт возвращается к своему величественному амплуа, исполняя роль в фильме «Властелин колец. Братство кольца». Это был первый из 3 фильмов, снятых по книгам Толкиена. Она играет Галадриэль, эльфийскую королеву. Режиссером этого фильма был Питер Джексон. Эти книги очень повлияли на наше воображение в детстве. Это книги нашего века. Для меня такая честь сниматься в фильме, который выйдет на экраны в начале нового тысячелетия. «Властелин колец. Братство кольца» оказался очень успешным фильмом. Он оставался в десятке лучших фильмов США на протяжении 13 недель и заработал в прокате более $300 миллионов. Когда ты получаешь роль в таком кино, как «Властелин колец», ты получаешь путевку в жизнь. Он дает каждому актеру возможность прославиться независимо от важности его персонажа. Несмотря на то, что Бланшетт исполнила довольно небольшую роль, съемки в этом фильме принесли ей всеобщее признание и популярность. «Властелин колец» затмил 2 других фильма, также вышедших в 2001 году. Эти премьеры совпали с рождением ее первого сына. Молодая мама получала множество положительных отзывов. Ее следующей картиной стал фильм «Шарлотта Грей», драма о женщине из Шотландии, которая присоединилась к французскому сопротивлению. Мотор! «Шарлотта Грей» — это жизнеутверждающий фильм. Он будто кидает перед вами карты на стол и говорит: жизнь сложна и запутана, в ней нелегко принимать решения, и мы часто не можем достигнуть того, чего хотим из-за обстоятельств, но мы продолжаем жить. По-моему, это очень жизнеутверждающе.
Шарлотта Грей снималась в Англии. В декабре 2001 года выходит фильм «Корабельные новости», который снимали в Ньюфаундленде. Лесси Халльстрём был режиссером этой драмы о мужчине, который переезжает в свое родовое поместье. Кейт играет его девушку Петель. В Петель есть что-то необычное. Она очень живая и яркая натура, которая контрастирует с окружающей обстановкой Ньюфаундленда, где холодно и тоскливо. Это очень чувственные, очень сочные отношения. В этом фильме также снимались Кевин Спейси и Джулиана Мур. Фильм был упомянут в 2 номинациях «Золотого глобуса». В 2002 году триллер «Рай», снятый в Германии, получил множество положительных отзывов и наград в этой стране. Джованни Рибизи играет вместе с Кейт. После этого Бланшетт появилась во втором фильме трилогии «Властелин колец. Две крепости». Все фильмы, кроме «Властелина колец», не принесли больших кассовых сборов. «Охота на Веронику» — это фильм, основанный на реальной истории о журналистке, которую убили наркодилеры. Джованни Рибизи пришел на премьеру с кинопродюсером Джерри Брукхаймером, снимающим блокбастеры. Он был впечатлен игрой Кейт. Она может исполнить любую роль. Она сживается со своим персонажем, полностью перевоплощается в него. Она ответственно подходит к работе, узнает про нужный характер или личность у друзей, родственников, коллег. Она прекрасно поняла характер Вероники. Это небольшой фильм, где женщина исполняет главные роли. Этот фильм не похож на те, что обычно делает Джерри, но он постоянно нас поддерживает. К тому же небольшой фильм может обрести большую известность, если у него будет такой замечательный продюсер. Бланшетт снова была номинирована на «Золотой глобус» за свою роль в фильме «Охота на Веронику». Следующим ее фильмом был вестерн Рона Говарда «Последний рейс». В вестернах женщины обычно не являются главными действующими лицами. Они или добродушные проститутки, или подружки, или жертвы. Но в «Последнем рейде» Рон, за что ему огромное спасибо, решил создать 3 совершенно разных, очень интересных женских персонажа, которые действуют на одном уровне с мужскими. Это забавный, но в то же время глубокий фильм. Они рядом. Критики хвалили ее работу в этом фильме. Она была там просто великолепна. Сам фильм был провальным, но Кейт выступила там просто потрясающе. «Последний рейд» провалился в прокате, но на очереди был 3-й фильм саги «Властелин колец. Возвращение короля». Так как все 3 части снимались в одно время, Кейт снималась в нем за несколько лет до выхода на экран. Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон думал о зрителях, когда снимал этот фильм. Ты предлагаешь людям посмотреть 3 разных фильма, чтобы они поняли всю историю, так что зрителей не должно пугать то, что им придется ждать следующей части по несколько лет. А съемки второй части могли занять у нас 2-3 года, поэтому, сняв все части за один раз, мы выпускали каждый последующий фильм под Рождество с периодичностью в 1 год. Кейт и другие актеры, снявшиеся в фильме «Властелин колец», получили премию гильдии киноактеров. Кейт исполнила 2 роли в драме «Кофе и сигареты», за которые она была номинирована на премию независимого кино. Она присутствует на экране минут 10. Это эпизод в лобби отеля, где она исполняет роль кинозвезды и ее нервной сестры. Эти роли могут составить конкуренцию всем тем, что она играла раньше. Она была просто великолепна. После выхода фильма «Кофе и сигареты» у Кейт рождается 2-й мальчик. Она была беременна им, когда играла в фильме «Водная жизнь» со Стивом Зиссу. К счастью, по сценарию ее героиня тоже должна была быть беременной. Этот фильм об океанографе был снят Уэсом Андерсоном. У Зиссу была потрясающая связь с морской стихией. Он говорил на ее языке. Сложно описать, какие ощущения у вас вызывает этот фильм. Мне представляется, что это чувство, когда вас щекочут, и вы чуть ли не плачете от смеха. Вот как вы ощущаете себя, когда смотрите это кино. Оно забавное и милое. Мне нравится работать на площадке с моими друзьями. Мы легко понимаем друг друга, нам весело всем вместе, и процесс съемок не кажется таким утомительным. После «Водной жизни» Бланшетт снимается в картине «Авиатор».
«Авиатор», за роль в котором она получает премию «Оскар». «Авиатор» — это биографический фильм о жизни Говарда Хьюза, режиссером которого был Мартин Скорсезе. Кейт играет Кэтрин Хепберн, а Леонардо Ди Каприо в роли Хьюза и ее бойфренда. Рад познакомиться, вы великолепны. Вы слишком добры. Мне кажется, они стоили друг друга. Они оба были сорвиголова. Неудивительно, что их так влекло друг к другу. То, что Кейт согласилась исполнить эту роль, говорит о том, какая она смелая и уверенная в себе актриса. Все, абсолютно все знают, кто такая Кэтрин Хепберн, поэтому Кейт надо было сыграть настолько идеально, просто вжиться в образ, прочувствовав характер своей героини. И ей это удалось, конечно. Ведь это же Кейт Бланшетт. Чтобы завершить и без того идеальный образ Хепберн, Кейт брала уроки речи, чтобы говорить, как она. Кейт получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Я ждала этого целый вечер. Не знаю, поставить на На Кейт было платье от Валентино. Она шутила с репортерами после получения награды. По темпераменту вы больше напоминаете актрису, а не кинозвезду. Дорогой, ты сейчас дошутишься. Бланшетт стала более серьезной, когда заговорила о том, каково получить «Оскар» за роль актрисы, получившей «Оскар». Конечно, это было непросто. Играть ее означало огромную ответственность. Многие из Академии работали с ней или знали ее, поэтому мне надо было очень постараться, чтобы изобразить ее во всех деталях, чтобы, смотря на меня, люди видели не меня, играющую роль, а саму Кэтрин. После получения «Оскара» Кэтрин не стала сниматься в каком-нибудь громком кино, а сыграла роль в независимом австралийском фильме «Маленькая рыбка». После этого она приняла участие в съемках номинированного на «Оскар» фильма «Вавилон», где также снимался Брэд Питт. «Остановите автобус! Что случилось? Моя жена умирает!» «Вавилон» не был единственной картиной Кейт 2006 года, номинированной на «Оскар». Также этой честью удостоился фильм «Хороший немец». В этом триллере про Вторую мировую войну также снимался Джордж Клуни. Декорации, музыка — все настраивает на нужное состояние. Тебе кажется, что ты попал в то время. Я думаю, что, снимая фильм в черно-белом цвете, мы не сужаем границы, а наоборот раздвигаем их. Так как кроме нашей игры зрителя нечем поразить и заинтересовать. Поэтому, если убрать цвет, то качество игры заметно улучшается. И это прекрасно. Я в этом уверена. Мне нравится, что этот фильм снят в черно-белом цвете. Зрителям такое кино гораздо ближе, потому что оно ассоциируется у них с классическим кино. Конечно, сюжет довольно грустный, но я бы назвал этот фильм не черно-белым, а серым. Клуни понравилось работать с Бланшетт. В Кейт есть что-то от старого Голливуда, причем она совершенно спокойно входит в образ, ей не надо целыми днями ходить и репетировать. Она играет с детьми, шутит, но когда Стивен говорит «мотор», она тут же перевоплощается. «Оставьте меня одну», — говорит она, с идеальным немецким акцентом. Кейт была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за ее работу в фильме 2006 года «Скандальный дневник», снятый по мотивам нашумевшего романа. Кейт играет Шебу, учительницу, у которой роман с ее 15-летним учеником. Играть эту роль было настоящим удовольствием. Таких глубоких и чувственных героинь я давно не играла. В ней есть что-то неразгаданное, неузнанное. И я рада, что я получила возможность поработать над этим персонажем. Кейт была номинирована на «Золотой глобус» за роль в фильме «Скандальный дневник», а также номинирована на «Оскар» за обе ее роли в фильмах 2007 года «Золотой век» и «Меня там нет». Кейт — одна из немногих актрис, которая была номинирована на премию, исполняя роль мужчины, певца и композитора Боба Дилана. Это очень интересный фильм. Он состоит, я бы сказала, из нескольких составных частей, которые в совокупности дают блестящую картину. Сыграть Боба было возможно только поняв его изнутри, его внутренний мир, его сущность.
Кейт получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Меня там нет». Бланшетт была беременна, когда играла советского агента в фильме «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». После рождения сына она взяла полугодовой отпуск. Следующей ее картиной стал фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона», в котором она снялась с Брэдом Питтом. Режиссером фильма был Дэвид Финчер. Я знала, что работать с Дэвидом будет ужасно интересно. Он поднимает не только очевидные вопросы, но также тему любви, надежды, жизни и смерти. Мне было очень приятно работать с ним. Кейт исполнилось 40, когда она снялась в приключенческом фильме «Робин Гуд» с Расселом Кроу. Хорошо, когда есть такие герои, на которых надо бы равняться. Или хотя бы надеяться, что кто-то из них живет в наше время. Трудное время, когда миром правят банки и корпорации. Кроу пришлось долго искать актрису на роль Марион, пока он не подумал о Кейт. В Австралии издали марку с моим портретом. Там были еще Джеффри Раш, Николь Кидман, Кейт Бланшетт. Я сижу на презентации, смотрю вдоль стола, и тут я вижу эту красавицу. На меня буквально снизошло озарение, как я не подумал о ней раньше. Я должна ей помочь. Робин Гуда снимали в Англии. Сказать, что карьера Кейт Бланшетт успешная, значит не сказать ничего. Ее талант и профессионализм известны и почитаемы во многих странах мира. Ее роли славятся глубиной и живостью исполнения. Я не сомневаюсь, что Кейт будет играть в кино и через 25 лет, и через 45. Она обязана повторить судьбу своей героини Кэтрин Хепберн, чья карьера длилась 50 лет. Неважно, играешь ли ты реально существовавшего человека или придуманного персонажа. Ты должен понять его, вжиться в его образ без остатка. Это и значит быть актером. Спасибо, что смотрели выпуск программы «Кинозвезда» Кейт Бланшетт. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Мы расскажем о ваших любимых звездах большого экрана.